Ассаламу алейкум, друзья, и мир вам! Вас приветствует Чечен-синдром. Друзья, многие из вас, наверное, уже видели вот эти кадры спасения пожилого человека. Этот случай произошел больше года назад во французском городе Монтрафайон. Тогда чеченские парни Джамбулат Дамбаев и Махди Улубаев, а также парень из Узбекистана Мухсин Ахмедов, не дожидаясь службы спасения и рискуя своими жизнями, поднялись на балконы горящего здания и перенесли с одного балкона на другой этого пожилого мужчину. Говорят, им еще помогал парень-араб. Позже парни встретились с мэром города Монтрафайон, где были награждены почетными медалями за свой героический поступок. Также тогда жители города Монтрафайон создали в интернете петицию с требованием дать уроженцам Чеченской Республики французское гражданство, в знак благодарности за их героический поступок. Ссылку на петицию вы найдете в описании под видео, можете перейти и подписать петицию. Может, это как-то и поможет этим парням. На одном из каналов французского телевидения по будням выходит телепередача под названием «Touche pas à mon poste», ведущим которой является Сирил Хануна. Так вот, недавно в этой телепередаче показали двух парней-арабов, где их представили главными героями того случая спасения. Что самое интересное, наших парней-чеченцев и парня-узбека не только не пригласили и не показали, а даже и не обмолвились о них словом, как будто бы их там вообще и не было. Не понимаю, как можно так нагло и бессовестно лгать на всю страну. Это получается, работники этого канала, грубо говоря, подменили героев вместо настоящих, в связи с чем Ассамблея чеченцев Европы написала письмо работникам телеканала, которое я и хотел бы вам сейчас зачитать. Открытое письмо программе «Touche pas à mon poste», Страсбург, 5 декабря 2021 года. Позволяем себе направить вам это открытое письмо, в ответ на один эпизод из вашей программы «Touche pas à mon poste», опубликованный 2 декабря 2021 года, в котором двое молодых людей, Камаль и Карим, рассказывают о спасении пожилого мужчины во время пожара, который произошел 15 апреля 2020 года, в их районе в городе Монтрафайон. Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить вас за этот эпизод, в частности, так как он показывает, что в кварталах, где живут люди разного происхождения, солидарность, взаимное уважение и взаимопомощь присутствуют, и мы считаем, что это прекрасный ответ на ложные обвинения многих публичных деятелей, которые говорят только о негативных сторонах и сеют ненависть в нашем обществе. Мы приветствуем усилия и смелость этих двух молодых людей, а также благодарим их за участие в вашем шоу. Однако мы также хотели бы обратить ваше внимание на то, что главную и наиболее опасную роль в этом спасении сыграли два молодых человека чеченского происхождения, Джамбулат Дамбаев и Махди Улубаев, и третий человек узбекского происхождения Мухсин Ахмедов. Именно эти люди организовались и действительно поднялись на балконы горящего здания с первого этажа и рискнули перенести этого пожилого мужчину с одного балкона на другой. Достаточно посмотреть те же ролики, которые вы демонстрировали во время вашей передачи. Мы не понимаем, почему эти молодые люди даже не упоминались и почему их мужество не было признано. Мы хотели бы передать вам недовольствие тысяч ваших зрителей чеченского происхождения и других, которые были искренне расстроены таким вопиющим пренебрежением к этим людям. Важно понимать, что люди чеченского происхождения во Франции в последние годы подверглись волне обвинений, предрассудков и критики в СМИ и даже в публичных заявлениях некоторых политических деятелей. Несмотря на наше публичное осуждение и постоянные выражения признательности по отношению к Франции и ее народу, а также несмотря на выражение нашего желания уважать эту страну, ее ценности и законы, в последние годы информация, полная стигматизация и обобщение в отношении чеченцев транслируется снова и снова после неприемлемых действий некоторых лиц чеченского происхождения. Именно по этой причине, наша ассамблея вместе с другими ассоциациями,
стремится выдвигать позитивные действия со стороны наших соотечественников, для восстановления хорошего имиджа нашей диаспоры в Европе, и спасение этого человека было тому примером. Было опубликовано несколько статей в французских газетах, которые подробно описывают эти события и в которых, в отличие от вашей программы, показаны все герои этого спасения. Мэр города Монтре-Файон также поприветствовал всех их и наградил медалью. На нашем YouTube-канале вы можете найти несколько видео об этом, а также интервью, которые мы записали с этими двумя мужчинами. Совершив такой поступок, который сам мэр и пресса признали героическим, у двух этих чеченских мужчин до сих пор нет документов, и они делают все возможное, чтобы обеспечить свои семьи. Недавно нам даже пришлось организовать сбор средств, чтобы поддержать их материально. Их заявки на вид жительства еще не рассмотрены. Молодого человека узбекского происхождения Мохсена Ахмедова вообще депортировали, и его подвиг даже не сочли в его пользу. В нашем обществе нельзя так относиться к героям, забывая о них, публично пренебрегая ими и бросая на произвол судьбы. Мы просим вас принять во внимание это исправление и упомянуть его в одном из ваших будущих шоу. Не умаляя достоинств двух выступивших молодых людей, мы хотим, чтобы достоинства наших соотечественников и людей чеченского происхождения в целом также были упомянуты в вашей программе, столь популярной и столь любимой всеми французами. В ожидании вашего ответа, пожалуйста, примите, мадам, сэр, наше искреннее приветствие. Албаков Шамиль, руководитель пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы. Письмо в оригинале можете прочесть на официальном канале Ассамблеи чеченцев Европы. Ссылка будет в описании под видео. Друзья, также пользователи социальных сетей, в комментариях под видео, выложенное в Инстаграме на странице телеканала, выразили свое сильное недовольство. Ссылку на страницу с видео я также оставлю в описании под видео. Те, кто владеет французским языком, можете оставить пару приятных душевных комментариев. Друзья, ну а на этом все. С вами был Чечен Синдром. Если вам было интересно, не забываем про лайк. Всем мира и добра и до новых встреч.